1993, который в истории независимого Казахстана стал поистине годом, когда закалялась сталь. В этот год в молодой республике приняли первую конституцию, а Казахскую ССР окончательно переименовали в Республику Казахстан. Пожалуй, самым главным событием этого года стало принятие закона о государственной границе. Задачу подтверждения принципов целостности, неделимости и неприкосновенности территории Казахстана Нурсултан Назарбаев ставил для себя первоочередной с первых же дней провозглашения независимости Республики Казахстан. Казалось бы, нонсенс, но государственная граница Казахстана создавалась практически с нуля, поскольку ни Казахское ханство, ни Казахская ССР не имели юридически оформленных государственных границ. Соответственно, целостность Казахстана не была признана никаким международным правом. Поэтому было очень важно зафиксировать казахстанскую государственную границу как линию, определяющую пределы территории – суши, вод, недр и воздушного пространства. Это главный посыл принятого закона о государственной границе. Это сегодня мы знаем, что государственная граница Казахстана составляет 13 400 километров по суше и 3000 километров по воде. А в 1993 году эти границы еще только предстояло установить. Проще всего этот процесс прошел с Туркменией, которую с Казахстаном разделяет южная Плато-Устюрт. Это пустынная местность протяженностью всего 426 километров. Сложнее всего было с Китаем, где еще со времен Советского Союза были спорные территории. В частности, речь шла об участке примерно в 900 квадратных километров. Казахстану и Китаю потребовалось несколько лет, чтобы заключить договоры по точному определению казахстанско-китайской границы, протяженность которой сегодня составляет более 1782 километра. Много лет шли переговоры и относительно казахстанско-российской государственной границы. Дело в том, что территориальные границы, сложившиеся к моменту распада СССР, были взяты лишь как основа, и границы на местах не всегда совпадала с изображением на картах. Потому будет еще много переговоров и встреч глав государств, пока граница Казахстана не обретет ту целостность, неделимость и неприкосновенность, которые были прописаны в законе о государственной границе, вступившему в силу 26 февраля 1993 года. И недооценивать эту дату никак нельзя. С принятием этого закона была создана прочная основа национальной безопасности. Еще одним важнейшим событием 1993 года стало введение национальной валюты – тенге. Эта дата не отмечена красным днем в календаре, но именно с нее, по сути, начался действительно важнейший этап становления независимого Казахстана. Здесь очень важна предыстория, которая достаточно наглядно демонстрирует, какую огромную роль сыграло введение национальной валюты в спасении всей казахстанской экономики. Казахстанские историки не зря называют 1993 год одним из самых тяжелых во всей истории экономики молодой республики. Это был год небывалой инфляции, когда цены на продукты питания и основные товары народного потребления, не менявшиеся на протяжении нескольких десятилетий, увеличились в десятки раз. Возник острый дефицит наличности не только в Казахстане, но и во всех других бывших союзных республиках. В необходимости реформы валютной системы уже никто не сомневался. Большим ударом по экономике молодой Казахстанской республики стало проведение собственной денежной реформы в России. В августе 1993 года из обращения вывели банкноты образца 1961-1992 годов. В обиход вошли новые российские рубли. Для руководства Казахстана подобная денежная политика России стала полным сюрпризом. Фактически Казахстан поставили перед фактом за 3 дня до проведения реформы. Начался неконтролируемый оборот старых рублей, вышедших из обращения. В Казахстан мешками стали возить миллионы советских рублей, без разбора приобретая на них все, что только было можно. Продукты, вещи, технику, металл, стройматериалы, лес. Из Казахстана в Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и Россию целыми вагонами уходили продукты, товары народного потребления, сырье.
Возник дефицит товаров, опять подскочили цены. Произошло обесценивание денег. В такой непростой ситуации единственным способом спасти экономику страны от неминуемого краха было введение собственной национальной валюты. Нужны были экстренные меры реанимации казахстанской экономики. И 3 ноября 1993 года Нурсултан Назарбаев издал указ о создании Государственной комиссии по введению национальной валюты. Ее членам поставили, казалось бы, невыполнимую задачу – введение в оборот отечественной валюты в максимально сжатые сроки. Как только не предлагали назвать будущую казахстанскую валюту, было высказано предложение «Алтын». Кто-то предложил использовать для обозначения название «Сом», но поддержали идею Саука Такижанова, который настаивал, что казахстанскую валюту следует назвать тенге. Это слово имеет тюркские корни, родом из Средневековья. Но название было лишь первым шагом, даже шажком. Впереди ждала большая творческая работа. Разработать концепцию тенге поручили президенту Союза дизайнеров и депутату Тимуру Сулейменову. Именитый казахстанский дизайнер буквально дневал и ночевал в библиотеках и архивах, тщательно изучая изображения валют стран мира в различные эпохи, когда было составлено общее представление о том, как примерно должна выглядеть национальная валюта. Первые казахстанские деньги, напечатанные на фабрике английской семейной компании Harrison and Sons Limited, были выпущены небольшим тиражом незадолго до того, как первому президенту Казахстана пришлось срочно издавать указ о введении национальной валюты. Спустя 2 дня после указа о создании Государственной комиссии по введению национальной валюты 5 ноября приняли новый указ о мерах по стабилизации денежной системы, запрещавший банкам принимать на счета физических и юридических лиц наличные в советских банкнотах. Их переводили на специальные счета, которые замораживались до проверки происхождения этих денег. В правительстве прекрасно понимали, что подобные ограничения лягут тяжелым бременем на только-только зарождающий в Казахстане бизнес, но по-другому стабилизировать экономическую ситуацию в стране тогда было просто невозможно. У руководства страны было всего несколько дней, чтобы экстренно допечатать весь оставшийся объем наличности и перевести его из Лондона в Казахстан. Кстати, делалось это тоже под грифом «совершенно секретно». Сначала под видом оборудования для строящейся резиденции главы государства самолетами до Уральска, а уже оттуда новые деньги развезли по всей республике. Первые деньги казахстанцы увидели 13 ноября 1993 года, когда в газетах опубликовали указ первого президента о введении национальной валюты Республики Казахстан, а рядом фотографии тенге с описанием того, что и кто на них изображены. Еще спустя 2 дня, 15 ноября 1993 года, в стране начался обмен старой валюты на новую. Это стало переломным моментом на пути Казахстана к созданию конкурентоспособного и экономически сильного государства.